15:45 на пульт диспетчера поступил очередной звонок о пожаре. 30 секунд на сборы и вперед на место ЧП. Каждая потерянная минута в пути может стоить человеческой жизни. С начала октября в Ингушетии зафиксировано десятки случаев пожара. В Назране, селениях Далаково, Нижние Очилки и Нарки-Барсуки. Недавний пожар в коммерческом здании в Назране не стал исключением. В эпицентре события оказался командир отделения Назрановской пожарно-спасательной части номер 1 Магомед Костоев. Спасать жизнь для него и его товарищей призвание. А ведь пожарным Магомед стал совершенно случайно. Но я не жалею, что я работаю в пожарном охране, так как помогаю людям, реагирую в ситуации. Приходишь на помощь помогающим. Пожарная опасная профессия, поэтому подразделение ведется жесткий отбор. Попасть сюда может далеко не каждый доброволец. Хорошая физическая подготовка – один из основных критериев. Это связано с тем, что пожарное оборудование зачастую не самое легкое. Например, полное оборудование пожарного весит до 30 килограмм. Горящий дом, там где задымление. У нас здесь воздух, дыхательный аппарат с сжатым воздухом. И есть кислородные баллоны, это называют даск, когда воздух доходит до красного. Это 50-55 бар. Начинает. Вот это дает сигнал, что вам необходимо, надо покинуть зону задымления. Начинается один счастливчиков, которые все же прошли отбор, всегда с построения и проверки личного состава. Порядки здесь прямо как в армии. И каждый сотрудник должен строго следовать приказам, которые ему отданы старшим по званию. Ведь от этого будет зависеть успех всей операции. Выезд разных табонных, скрытый шхулц, сача мышкеты шхулц. Разен, чей шашден, ну бег бахтинеха, стребеха янсен, это шхулц табонных, табонных нормально. Неотъемлемая часть рабочего дня любого пожарного – это учение. Практически каждую смену проходят профилактические занятия по подготовке личного состава. Условия максимально приближены к реальным. Первые спасательные команды собирали еще в Древнем Египте и Римской империи. На Руси бороться с пожарами начали с конца XI века. Официально считается, что профессия пожарный в России возникла 30 апреля 1649 года. Именно в этот день царь Алексей Михайлович издал указ, в котором назначил ответственных за пожарную безопасность. Сейчас бригады пожарных есть в каждом регионе. Несмотря на постоянный риск и напряжение, которое рано или поздно сказывается на психике человека, молодые люди продолжают вкладывать все силы в это нелегкое дело. Пожарно-спасательный колледж ежегодно выпускает десятки специалистов, готовых рисковать каждый день собственной жизнью, чтобы спасти чужую. Амина Бокова, Светлана Томова, Новости 24.